Новый больничный комплекс открыли в поселке Батагай Верхоянского района. Здание общей площадью 3200 квадратных метров полностью оснащено новейшим оборудованием и рассчитано на 30 коек с поликлиникой на 180 посещений в смену. Объект был построен за счет средств компании «Алроса». На открытии побывала и наша съемочная группа. Репортаж с Аргланы Неустроевой. Открытие нового больничного комплекса в Батагае стало настоящим праздником для местных жителей. Прошлое здание давно было признано аварийным и не соответствовало санитарным нормам. Этот объект начал строиться в 2017 году, и вот последние годы, благодаря Фонду будущих поколений, благодаря отчислениям компании «Алроса», Фонд будущих поколений, этот объект сегодня у нас завершен и уже работает. И прекрасный объект, который стационар на 30 человек, поликлиника на 180 посещений в сутки, она позволила, на мой взгляд, поднять здравоохранение района вообще на другой уровень. На строительство и оснащение такого комплекса компания «Алроса» пожертвовала порядка 600 миллионов рублей. Это один из многих социально значимых объектов, включенный в программу целевого фонда будущих поколений «Во имя будущего» на 2016-2020 годы. За 5 лет в республике построено 13 объектов социального значения. Реализовано более 150 проектов, направленных на поддержку образования, науки, культуры, спорта, экологии, развитие института семьи и детства, раскрытие потенциала детей и молодежи. Общий объем программы составил порядка 4 миллиардов рублей. Тоже, значит, учитывая то, что объект находится в арктической зоне республики, мы все понимаем, какие тут транспортные схемы. Было очень сложно строить, но тем не менее, значит, мы, организовав это строительство и по срокам, и по финансированию, сегодня, в принципе, предусмотренные договором сроки завершили строительство. Более того, алмазодобытчики совместно с целевым фондом будущих поколений продолжают строительство социально значимых объектов на территории республики. В этом году ожидается ввод культурно-спортивного комплекса в поселке Зырянка Верхнеколымского района. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию Дворец культуры и духовного развития в селе Намцы Намского улуса и культурный центр в селе Барагонцы Усть-Алданского района. С 2011 года акционерная компания «Алроса» направила более 7 миллиардов рублей на строительство и ремонт в республике социальных объектов и реализацию социальных программ. Эта большая совместная работа с правительством республики будет продолжена и в дальнейшем. В 2021 году акционерная компания «Алроса» подпишет новое соглашение с целевым фондом будущих поколений республики и направит 850 миллионов рублей на строительство и ремонт социальных объектов и реализацию социальных программ. На сегодняшний день ежегодно «Алроса» жертвует республике порядка 800 миллионов рублей. Это не только большое подспорье для развития инфраструктуры, но и экологии. Так, благодаря алмазодобывающей компании реализуются и программы по обеспечению чистой водой населенных пунктов Вилюйской группы районов. «Алроса» и целевой фонд будущих поколений продолжают строительство социально значимых объектов на селе. За последние 10 лет, помимо ежегодных выплат в республиканский бюджет, в социальную сферу через фонд будущих поколений «Алроса» направила более 7 миллиардов рублей. Сарглана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск.